История развивалась из этой логики. Они вот все это время, в 2015-2018 году, они имитировали деятельность, что значит, вот там мы пару ведер соды принесли, оттуда сошли, не подходит. Это не подходит. При этом часто противоречия себе, потому что недавно их заявление, которое я услышал, что мы готовы рассматривать альтернативные источники, если республика нам даст серьезные преференции по налогам и компенсирует ЖД-тариф. То есть, значит, вопрос только в деньгах, а не в возможности разработки, если они сами об этом заявляют. И дальше, чем ближе к ситуации, даже если вот одним глазом посмотреть их отчетность бухгалтерскую, видно, что они все меньше и меньше вкладывали денег в производство, и все больше и больше оттуда их выводили. И сейчас, вот в данный момент, если мы вкладываем огромные деньги в производство, мы его выкупаем в собственность республики, хотя, я насколько понимаю, уже концепция изменилась, мы как бы пытаемся ее забрать просто так. Да, но даже если мы выкупаем, мы вынуждены, будем провести там серьезную реконструкцию, то есть изменение технологических процессов много и все, что стоит больших денег, и для чего завод надо будет остановить. Второе, мы должны построить логистику доставки соды, новую логистику. Известняка. За это время, пока мы выходим с рынка, мы теряем рынок, потому что дефицита соды на рынке нету. Те же самые турки, которые ее чуть ли не экскаватором копают, то есть там все намного проще, они сразу же зайдут и представят ряд очень серьезных, будем так говорить, скидок, возможностей. И после этого они завяжут на себя так, что наши вернуть потом рынок будет условий. В результате мы сейчас, вкладывая огромные деньги ради сохранения мифических 5000 рабочих мест, которые на время реконструкции мы и так теряем, ищем все-таки гору, продолжаем этот конфликт. В результате через несколько лет получаем производство, в которое мы вложили бешеные деньги, с абсолютно непонятной перспективой, для кого и для чего оно будет работать. Так, ну то есть, выход-то какой? То есть не делать этого, спустить на тормозах и пусть закрывается, что ли? Нет, здесь опять же, вот смотрите, Руслан, вопрос в чем? Почему мы вдруг решили выкупать соду? Не потому, что она нам понадобилась. Потому что, в принципе, в результате длящегося этого конфликта, вокруг этого конфликта настолько раскалился эмоциональный фон сейчас, и столько уже, в принципе, взаимных претензий и обид накопилось, что вот сейчас, как говорил Радик Фаридович, найти компромисс быстро, завтра, его невозможно, его нет. Компромиссов просто нет. И, соответственно, компромисс возможен, какой-то условный, только после компенсации вот этих нервных издержек, потерь и обид и всего остального. Так вот, соответственно, я так понимаю, мое, опять же, мнение, как человека со стороны, мое мнение, что сперва была заявлена, будем так говорить, желание выкупить пакет контрольной соды, это компенсация соде за понесенные моральные издержки, а потом, когда либо не было достигнуто соглашение по сумме, либо по условиям, уже началось давление на соду, то есть они как бы из сторонников соды переключились в их оппоненты, то есть что мы, ребята, не хотите, а мы вообще вас хотим. И это очень страшно, почему? Потому что, вот смотрите, еще параллельный момент, я очень быстро. Смотрите, мы очень много говорим о развитии туристической привлекательности региона. Мы развиваем туризм, мы Башкирия, выйдем, все остальное. При этом в вашем эфире от человека, представляющего власть, звучит слово «ваххабиты». Соответственно, вот есть бабушка в Курской области, которая, у нее есть деньги, она не хочет ехать за границу, они с дедушкой хотят проехать по России. Она не следит, она не в курсе. Но до нее что доносится? Доносится информация. Волнение, ваххабиты, противостояние законной власти республики. И тут сразу всплывает картинка из Чечни, где разорванные тела и горящие танки в ней. Как вы думаете, насколько реально, что она после этого поедет в республику с каким-то туристическим визитом? Этим действием обнуляем очень большое. И опять же, вот насчет пересмотров итогов, будем так говорить, слияния. Ну, поймите, вот, мы вот реально смотреть на вещи, большинство количества слияний, приватизации и все остальное, особенно в 90-х, происходило с диким нарушением закона. Мы сейчас что, хотим запустить волну второй приватизации, пересмотреть итогов слияния и все остальное? Она будет намного более кровавой. Да, понятно. К тому же мы хотим инвесторов привлекать, которые хотят уверенно смотреть завтрашний день. Конечно, а инвестор что видит? Власти республики не исполняют своих обещаний, данных в суде, потому что все понимают, что эти обещания были. Б. Они решают этот конфликт силовым способом давления на народ. И С. В результате, вместо того, чтобы разговаривать с судом и компенсировать их потери, на них еще запускают судебную систему. Но для того, чтобы после этого нести деньги в республику, их надо не просто не любить, их надо ненавидеть.
Олег Арефьев был гостем программы «Персонально ваш» вчера. Разговаривали мы с ним по скайпу, но тут важнее сказать, что действительно, вот лично меня очень впечатлил с ним диалог. Вот он действительно хорошо разбирается во многих экономических вещах, в частности, в транспортном вопросе. Вот кого волнует транспортная реформа, которая, кстати, по его мнению, совершенно у нас отсутствует, то есть каким-то образом ее так называть пытаются, но де-факто ее нет. Эфир рекомендую, он у нас на Ютубе выложен, на сайте, во всех наших соцсетях, ссылочку вы найдете. Хотя, конечно, вроде бы сейчас это не самая острая тема, но говорить об этом тоже нужно. А сейчас мы вернемся к нашей ключевой теме, именно БСК, СОДе, и послушаем фрагмент выступления президента Российской Федерации Владимира Путина, который вчера, знаете, так вот довольно, наверное, неожиданно на чей-то взгляд, но, на мой взгляд, все-таки это было частью такой драматургии, когда он в рамках оперативки правительства говорит, что давайте-ка сейчас подождите, сделаем паузу, я немножко отвлекусь и кое-что вам скажу. И потом он высказывается вот на тему именно нашей с вами уже истории Куштау и БСК. Давайте послушаем. Башкирская судовая компания. Контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. В регионе не остается. Где деньги? Известно где. В офшорах. Вот смотрите, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 миллиарда рублей. Это от чистой прибыли 106%. Больше, чем вся чистая прибыль. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры. И на кипрские счета. Жить, конечно, можно где угодно. Мы свободная страна. Но если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях. Нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре. Я прошу правительство Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание, выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной степени правы. И нечего доводить до каких-то конфликтов. Нужно просто вести диалог с людьми. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства. Все новое, хорошо забытое старое. Вспоминается аналогичное высказывание еще Бориса Ельцина где-то в 98-м, по-моему, году, когда он задался тем же самым вопросом, а где деньги? Тогда он ответил на этот вопрос, к сожалению, не так однозначно. Он сказал, что черт его знает. Владимир Путин, наученный, видимо, этим опытом, однозначно уже отвечает, что деньги известно где, в офшорах. Вы знаете, в связи с этим хотелось бы вас вот о чем спросить, дорогие друзья. Голосование будет непростым, но, на мой взгляд, важным. И вот именно сейчас важно зафиксировать, каково все-таки мнение наших слушателей на этот счет. Потому что уже возникают дискуссии. А все ли происходит, скажем так, спонтанно, исходя из реакции на текущее положение вещей, исходя из того, как люди вышли на протест, исходя из того, как республиканские власти приняли решение? Или все-таки эта история как-то она заранее, если не продумана пошагово, но все-таки имеет корни, которые уходят чуть дальше, чем там 15 и 16 августа? Итак, если вы считаете, что вот эти вот решения, заявления Радия Хабирова, Владимира Путина, это чистой воды реакция на народный протест и решение, которое принято вот исходя из текущей ситуации, то есть увидели проблему, осознали ее и решили, что да, надо забирать акции БСК, собственность государства. 262-72-47. Если вы все-таки считаете, что не все так просто, возможно, был план какой-то, может быть, очень продуманный, может быть, не до конца продуманный, и в нем много случайных элементов произошло в последнее время, но все-таки по поводу национализации или передела собственности БСК задумывались раньше. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Реакция на народный протест чистой воды. Никто не собирался трогать акционеров БСК. Всех все устраивало. 262-72-47. Не совсем. То есть люди понимали, возможно, не в Уфе, возможно, в Кремле, на Старой площади, где-то там высоко, но все-таки понимали, что так или иначе надо будет либо создать ситуацию, либо воспользоваться той ситуацией, которая создана, возможно, по чьему-то недосмотру, и поступить таким образом, как у нас в свое время, кстати, поступили с Башнефтью. Там, конечно, другой немножко был сценарий, да, не такой важный с точки зрения там, последствий для гражданского общества, но все-таки, вот вы считаете, что был некий план. Вик, ты что думаешь? Ну что, доброе утро. Да. Я присоединилась сегодня позднее. К
сожалению, по некоторым обстоятельствам. Сложный вопрос, хотя я сейчас побуду немножко вангой и скажу, что, скорее всего, наши радиослушатели проголосуют так, что все-таки был тайный план, потому что сейчас очень много мнений вижу в том же Фейсбуке, в социальных сетях, что все-таки разложили пасьянс. То есть их, правда, этих мнений много. Я так не считаю, потому что, мы с тобой, во-первых, наверное, внимательно за всем следили, особенно на первом этапе. Мы видели, какие были реакции. Мы видели, опять же, лицо Хабирова, как человек себя вел. Я все-таки считаю, что, конечно, политические игры, политические очки, все это полетело, одновременно вместе с началом протеста, но они включились в готовый протест, а не сфабриковали его сами. Как вы себе представляете планирование ситуации, когда Ради Хабиров приезжает на Куштау и под дождем начинает распинаться в каком-то смысле перед людьми? Да. Конечно же, нет. Конечно же, это острая реакция на события. И, конечно, глупо отрицать, что уже на момент его приезда какие-то действия делались, и шаги в эту сторону предпринимались. Ты знаешь, даже если предположить, во что я все-таки тоже не верю, что некий глобальный план был, даже если предположить, в любом случае последствия истории, последствия вот этого народного протеста и самосознание, которое, возможно, немножко перестроилось в сторону осознания собственных прав, это важная история, да? То есть пусть даже где-то злоупотребили доверием, своими полномочиями вот эти кукловоды условные, о которых некоторые говорят. В любом случае, в сознании жителей республики и в целом, наверное, страны эта история оставит позитивный след. Я предлагаю все-таки сейчас не заканчивать голосование. Тут прямо интересные цифры пока идут. Уйдем на новости федеральные уфимские, потом подведем итоги и поработаем дальше. В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. США с сегодняшнего дня ведут санкции против 3 российских НИИ. Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. В одном из них, в городе Шиханы Саратовской области, по данным британской «Таймс», разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок». Российские власти это отрицали. Еще один институт в Сергиевом Посаде участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса. Следователи и прокуратура начали проверку информации о разливе нефтепродуктов в акватории Ногликского района на Сахалине. Ситуацию с разливом взял под личный контроль губернатор региона Валерий Лимаренко. Накануне местные экологи сообщили журналистам, что в Нобильском заливе на севере Сахалина рыбаками обнаружен крупный нефтяной разлив. Известно, что неподалеку от этого места расположен береговой нефтепромысел, от которого идет подземный нефтепровод. В Москве за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в столице достигло 4776. Между тем, российский препарат против коронавируса уже прошел несколько стадий испытаний и вызвал интерес у многих зарубежных стран. Во всяком случае, об этом президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова. Первая зарегистрированная вакцина начала 3-ю стадию клинических исследований, это «Спутник-5». И Минздравом России совместно с Минпромторгом и с Росздравнадзором отобраны 3 промышленные площадки, которые обладают компетенциями для промышленного производства вакцины. По информации Министерства иностранных дел России, выразили желание о приобретении вакцины 27 стран мира. При этом это разные формы, в том числе в формате совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи. По словам Голиковой, первыми, кого будут прививать от коронавируса, станут врачи, педагоги и социальные работники. Австралиец Брентон Тарант, устроивший стрельбу в прошлом году в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на УДО. Как отмечает газета New Zealand Herald, это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение. В 2 мечетях Крайстчерча 15 марта прошлого года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали.
пострадали. Стрелявший Брентон Тарант снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в соцсетях. Тарант признал себя виновным в совершении теракта. В Москве сейчас 11 градусов, днем 19-21, дожди и грозы. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Восемь часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы», в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Прокуратура Башкирии обвинила адвоката в хищении у подзащитного более 1 миллиона рублей. По версии следствия, 39-летний адвокат филиала «Вердикт» Башкирской республиканской коллегии адвокатов Мурат Юмагулов в марте текущего года попросил у своего доверителя деньги с целью якобы передать их сотруднику прокуратуры для прекращения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Юмагулов был задержан оперативниками регионального управления ФСБ сразу после получения денег в размере 1 миллиона рублей. Прокуратура региона обвинила Мурата Юмагулова в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ведомство, адвокат полностью признал вину, автомобиль обвиняемого арестован. Дело после вручения копии обвинительного заключения планируется передать в Кировский районный суд Уфы. Напомним, в течение нескольких месяцев в Башкирии объектом внимания СМИ остается ситуация вокруг уголовного преследования бывшего президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, он пролоббировал заключение палаты договора аренды помещения, владельцем которого является его родственница. 24 августа Советский районный суд Уфы признал незаконным возбуждение уголовного дела против адвоката Следственным комитетом. Совет по правам человека при президенте Российской Федерации поддержал предложение Радия Хабирова придать особый статус Шихану Куштау. Председатель Совета Валерий Фадеев направил вчера письмо министру природных ресурсов и экологии России о поддержке правозащитниками решения об отнесении горы к особо охраняемым природным объектам регионального значения. Ранее, 22 августа, такое предложение внес глава Башкортостана Ради Хабиров. Тогда он тоже обратился к министру Дмитрию Кобылкину. Совет по правам человека уже неоднократно заявлял о своей позиции по вопросу промышленной разработки Шихана Куштау. Представители организации посещали республику в рамках выездного заседания в марте 2019 года. Тогда они предложили создать национальный парк, который объединил во все существующие ныне шиханы, в том числе и Куштау. Далее цитата. «С учетом длительности процесса организации национального парка, придание Шихану Куштау статуса особо охраняемой природной территории регионального значения видится компромиссным решением и поддерживается Советом. Глава СПЧ изложил министру природных ресурсов позицию правозащитников и попросил ее учесть при принятии решения». Конец цитаты. Указано в сообщении СПЧ. Напомним, после многотысячных протестов на горе, сопровождавшихся столкновениями экоактивистов с силовиками и сотрудниками башкирской содовой компании, власти республики приступили к поиску компромиссного решения, а позднее заявили о запрете проведения промышленных работ на Куштау. Ради Хабиров поблагодарил Владимира Путина за внимание к ситуации вокруг Шихана Куштау. Глава Башкортостана заявил, что у властей региона появилось четкое понимание того, какой ущерб был нанесен в результате сделок 2013 года. Его слова передает Башинформ. Тогда из-за слияния соды и каустика доля государства в башкирской содовой компании была размыта. Контрольный пакет оказался в частных руках, а республика получила 38% акций. Далее цитата. «Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться
вмешаться в очевидно для нас несправедливые и незаконные сделки, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. Конец цитаты. Глава региона Хабиров высказал уверенность в том, что в ближайшее время предприятие снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономических проблем Башкирии и справедливость восторжествует. Также он повторил, что власти республики находятся в поиске решения сырьевой проблемы БСК. Напомним, 26 августа президент России Владимир Путин во время оперативного совещания в правительстве страны потребовал проверить законность снижения доли государства в БСК и отметил, что большая часть выручки предприятия находится в офшорах, а регион получает лишь чуть более 5% от общей выручки в 45 миллиардов рублей. И к другим новостям. Прокуратура Башкортостана подала жалобу на решение Верховного суда республики по делу изнасилованной полицейскими дознавательницы. Кассационное представление поступило в Кировский районный суд Уфы в минувший понедельник, 24 августа, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее, 3 июня, Верховный суд Республики Башкортостан полностью оправдал двоих полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которые были приговорены Кировским судом Уфы к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также третий полицейский Павел Яромчук получил 6 лет ареста. По решению суда все осужденные должны были выплатить 3 миллиона рублей к компенсации потерпевшей. Верховный суд республики снизил Яромчуку срок до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело, как сообщили в райсуде, в настоящее время готовится к направлению в 6-й кассационный суд общей юрисдикции. И в конце выпуска о погоде. Сейчас в Уфе плюс 17. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем ожидается до 29 градусов. Малооблачно, без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе в прямом эфире. Сегодня вас приветствует Виктория Куприянова. Руслан Валиев, а за звуком Никита Полянин. Мы с вами голосовали в первой части. Вопрос задали сложный, но ответ на него уже очевиден почти. Спросили, как вы видите, как чувствуете реакция властей Путина, Хабирова, решение вернуть акции БСК в собственность государства? Это чистой воды реакция на народный протест и решение, принятое по ситуации. 262-72-47. Это часть некоего заранее разработанного плана, который, возможно, не весь по пунктам четко разыгран, но все-таки план некий был. 262-72-48. Слушай, твои прогнозы не сбылись, Вик, с большим отрывом. Подвела. Да, наши слушатели в этом смысле более, скажем так, оптимистичны, что ли, да, и так вот позитивно настроены, чем я, получается, который этот вопрос придумывал. 79% говорят все-таки, что это чистая реакция на народный протест и решение, принятое по ситуации. И, соответственно, 21% говорят, что Я нет, всегда это часть думала, плана. что все-таки теории заговора пользуются популярностью, но оказывается нет. Это радует на самом деле. Это не тот случай, наверное. Все-таки вот эта вот народная волна, народное единение в этой ситуации сыграли свою роль, и люди все-таки хотят верить в лучшее. И я, в общем, склонен в этом смысле согласиться. Зачем искать второе дно там, где его нет? Но, так или иначе, мы сейчас, по сути, сильно не меняя тему, продолжим говорить на тему Куштау. Ну, давай скажем, что у нас план немножко изменился. Да, и сегодня такое утро, когда все идет немного не по плану. У нас в гостях должна была быть Ирина Лобаева, представитель ОНО «Уфимский хоспис», но, к сожалению, мы встретимся немного позже, возможно, в другой раз, поэтому у нас сегодня немного изменились гости, мы будем звонить по телефону, у нас будет сегодня 2 звонка. Да, позвоним мы прежде всего сейчас ответственному секретарю Совета по правам человека Башкирии Зульфие Гайсиной, которая самое деятельное и активное участие принимала в защите активистов, которым вынесли штрафы и аресты. И вот сейчас, буквально вчера, позавчера в Верховном суде шли апелляции по этому вопросу. И мы будем хотя бы знать общую ситуацию. Да, то есть количество людей, что, как это все выглядело. И у нас Зульфия на прямой связи. Доброе утро. Доброе. Зульфия, расскажите, пожалуйста, чем все закончилось? Я так понимаю, все жалобы Верховный суд рассмотрел. Мы знаем, что около 80 было задержанных. Вот сейчас можете как-то уточнить уже по количеству, сколько точно их было, сколько было по ним жалоб и так далее?
Так, задержанных было всего 84 человека. Вот по итогу жалобы были поданы практически на все постановления, по которым было принято решение об аресте на сроки от 1 суток до 15. И по итогу рассмотрения у нас получилось, что было отменено 2 постановления Ишимбайского городского суда с возвратом на новое рассмотрение в суд первой инстанции. И 4 постановления было изменено с изменением срока административного ареста на уменьшение, в сторону уменьшения. Вот. Всего, получается, у нас арестовано было 38 человек, если я не ошибаюсь. Вот сейчас, к сожалению, сложно мне подсчитать. 38 человек было арестовано, и все жалобы были рассмотрены. Есть еще несколько жалоб, которые поданы на решение о штрафе. Вот, потому что люди не считают себя виновными и все-таки считают, что необходимо отменять административные наказания и привлечение к административной ответственности, поскольку считают, что все-таки их действия были абсолютно правомерными. Вот здесь хотелось бы понять изнутри. Каждый задержанный, да, он там, условно говоря, обвиняется в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Всякий ли раз, или вообще были ли случаи, когда вот эти вот эпизоды как-то подтверждались в суде видеосъемкой, например, фотографиями? Или это всякий раз были отдельно взятые показания полицейского, там текст из протокола и все? Материалы административных дел были абсолютно похожи друг с другом. То есть там были копии определенных объяснений работников БСК, Башкирской содовой компании, были рапорта сотрудников полиции, и тоже в копиях зачастую больше каких-либо других документов, кроме видеозаписи, естественно, ничего не было, а на видеозаписи очень редко мы могли лицезреть самого человека, который привлекается к административной ответственности. Но я полагаю, что суд все-таки руководствовался тем, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, было задержано на месте, скажем так, совершения административного правонарушения, и в связи с этим привлекал к ответственности. Вот. Но у нас тут с коллегами такая позиция. В принципе, невозможно было привлечь к административной ответственности только на том основании, что сотрудники полиции просили освободить проезд для техники АО «Сырьевая компания». А во всех материалах говорится о работниках содовой компании. И объяснения дают работники содовой компании. Поэтому, с юридической, формальной точки зрения мы не видим состава административного правонарушения. Ведь людей просили пропустить технику сырьевой компании, и она никакого отношения не имеет к СОДе. Ну да. Поэтому, то есть должны, получается, давать показания сотрудники сырьевой компании именно. Да, именно так, что их не пропускали, что их техника находится на горе. Поэтому здесь даже не формальная точка зрения, а вот для того, чтобы привлечение к ответственности было правильным, то должны были быть собраны административные материалы настолько качественно, что не должно было допускаться таких ошибок, как сырьевая компания и содовая компания. Это ведь разные юридические лица. Интересно. А как так получилось, что вот, я так понимаю, все-таки протоколы, вот эти вот материалы административных дел, они типовые у всех, но часть дел удалось немножко отстоять, там даже есть отмена, да, решения вообще полностью по одному случаю, а многие дела, в общем, не пересмотрены. В чем разница? Это как, лотерея, что ли, получается? Отмена была в тех случаях, когда допускались грубые нарушения, то есть когда не были разъяснены права, не было подписей на протоколе сотрудников полиции или не было обеспечено право на защиту, когда такое ходатайство в письменном виде было заявлено. Дело в том, что когда у нас проходил еще первый флешмоб, буквально 3 недели уже назад, наверное, когда вроде все было спокойно. Тогда мы рассылали инструкции, как себя вести при задержаниях.
И там, ну, люди, я почему-то надеялась, что многие ее читали, и там было указано, что в любом документе, который предоставляется на подпись, нужно указывать, что просьбу о том, что необходим защитник. Вот. И на этом основании, вот если бы у нас было бы указано в протоколах вместо объяснений, что не согласен с протоколом, а требуется защитник, то в этом случае, я думаю, было бы гораздо проще отменять в Верховном суде постановление суда первой инстанции, потому что это грубейшее нарушение, которое не позволяет привлекать к административной ответственности и обязывает суд вернуть материалы на доработку в отдел полиции. Ну, я думаю, что уже в нынешней ситуации при возврате в отдел полиции материалов административных они бы обратно уже в суд и не вернулись, потому что, ну, здесь, скажем так, война ими проиграна. Вот. Простите, да. А если все материалы похожи, все-таки было ли какое-то дело, которое выделялось на фоне остальных? Может быть, решением суда, может быть, каким-то совсем жестким противостоянием? Вот там, ну, скажем так, они были идентичны. Жестких противостояний. Ну, я думаю, что каждый из задержанных, ну, я же мало общалась с самими людьми, которых привлекали к ответственности. Ну, буквально 2-3 человека, которые уже освободились и приехали просто отстаивать свои права. Вот. Жестких противостояний я не видела, но очень выделялись те дела, где назначался срок максимальный. 15, 13 дел. Вот мне просто не совсем понятна логика суда первой инстанции, потому что, ну, абсолютно одинаковые материалы, никаких ходатайств, ну, скажем так, вредность никакую не проявлял тот человек, который... Ну, то есть совершенная лотерея, как Руслан сказал, действительно. Да, абсолютно. Понял. Ну что ж, спасибо вам за то, что вышли с нами на связь. И я напомню, что на прямой линии со студией была Зульфия Гасина, ответственный секретарь Совета по правам человека, которая приняла деятельное активное участие в защите активистов, которых задержали на акциях протеста на Куштау. 84 человека, как мы выяснили, в итоге их было. Часть уже отбыли свои аресты, кто-то, значит, должен заплатить штрафы. В общем, такая история. Сейчас мы продолжим с вами общаться на тему Куштау, но с другой стороны зайдем и созвонимся с кандидатом биологических наук Михаилом Кривошеевым. Это, по сути, один из двух ученых, который все это время не боялся говорить и отстаивать одну и ту же точку зрения, что Куштау должен быть сохранен, и причем не просто, да, на основе эмоций каких-то, а на основе конкретных научных выкладок и на основе законов. В данном случае краснокнижные виды, которые обитают на Куштау, по сути, чуть ли не единственный такой вот конкретный, прописанный на бумаге юридический аспект, который обходить было нельзя, но его пытались обойти, как мы знаем, всеми правдами и неправдами. Итак, у нас Михаил на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. С удовлетворением читаю последние дни ваши посты, как вы уже не просто на основе там старых изысканий, а на основе конкретных наблюдений публикуете те самые краснокнижные виды, которые обнаруживаются на Куштау участниками лагеря и просто, значит, да, людьми. Защитники. Вот. Видел ящерицу, видел кузнечика огромного, без крыльев, по-моему. Вот. Да, дыбка. Ага. То есть все это как бы хорошо и классно, но сейчас ведь предстоит на самом деле тяжелый процесс, именно такой волокитный, что ли, юридический, когда все-таки будет присваиваться статус особо охраняемой природной территории. Мы надеемся, что будет. Вот у вас на этот счет как вообще? Процедура, она насколько может быть быстрой или это долгая история? Ну, вообще, если за основу они возьмут уже проделанные нами исследования, то есть официально-то мы делали исследования еще в 2014 году, для Минэкологии, во-первых, но это официальные данные, они немного могут устареть за эти годы. Вот. Ну, плюс наши уже научные публикации, вышедшие после в 2019 году, вот, то это немножко ускорит. А немножко это насколько? Ну, возможно, настолько, как сказал Хабиров, за 2 недели они успеют, возможно. Хотя я такого в практике не видел никогда, чтобы ОПТ создавали за 2 недели.
То есть до этого у них уже были все документы как-то так или иначе подготовлены, похоже, уже много месяцев, лет, может быть, назад даже, то есть основной костяк. Сейчас необходимо определить границы ОПТ, границы охранной зоны вокруг памятника природы, то есть там же не только вот сама гора, а еще и охранная зона должна быть. Как раз хотелось бы понять, где есть точки риска, скажем так, где что-то может пойти не так, где могут обхитрить, обвести вокруг пальца. То есть зачем нужно следить особо внимательно защитникам Куштау, чтобы вот чего не произошло. Я имею в виду, например, раз объявят ОПТ, там Ашахан Куштау уже длинный, там, например, половину объявили, половину нет, условно, да? Ну, такого не должно быть. Во-первых, да, мы рассчитываем на полную открытость при создании ОПТ, рассчитываем. Пока она не очень видна, эта открытость, честно говоря, но ждем, что будет. Уж если границы ОПТ определятся, они внесутся в кадастр охраняемых территорий, то есть официальный документ, и там будут указаны конкретные координаты, границы, точки ОПТ, и все уже увидят, что полгоры или какая-то часть горы только затронута. Вот. Во-вторых, буферная зона ОПТ же еще должна быть вокруг горы. Даже до километра делается буферная зона от основания, предположим, памятника природы. Там, где тоже запрещена такая активная хозяйственная деятельность, например, постройка каких-то новых домов или чего-то. А старые дома при этом могут остаться? Там же они рядом. Они же уже созданы, они, конечно, могут остаться. Вот если бы создавали заповедник, предположим, то вполне могли, например, старые постройки потребовать снести и уничтожить. Но так как памятник природы, он более такой для использования подходит, для всех прочих. Но здесь большая проблема, я тоже вот вчера буквально написал, у памятника природы нет организованной охраны, нет даже штата у памятников природы ни у одного. То есть он так на муниципальном бюджете держится, у которого и так денег не хватает даже на плакаты какие-нибудь, не то что на охрану. Вот. То есть, по большому счету, документация меняется, но по факту жизнь Куштау-то останется прежней. Прежний, за исключением того, что там будет запрещена рубка деревьев, запрещена геологоразведка, запрещены постройки, запрещены новые турбазы, предположим, если они будут входить в зону ОПТ конкретно, даже в буферную. Вот. А все остальное останется прежним. А существующая горнолыжка, она никак не изменится? Нет, конечно, она останется, если это памятник природы, или если, как мы просим в дальнейшем, даже национальный парк будет создаваться, как я надеюсь, то тоже хозяйственные постройки, вот эти культурные сооружения, они все останутся, потому что в нацпарке есть зонирование, есть зоны заповедные, которые запрещено прям нахождение кого угодно, есть зоны рекреационные для туризма, для спортсменов, для прочих. Вот. Интересный момент все-таки, а войдет ли Куштау в этот геопарк, который находится на территории рядом? Вообще, на мой взгляд, понятно, что геопарк в России не имеет юридической такой защищенности. Это такой, международный пиар-ход. Он может быть и полезен для развития региона, но, на мой взгляд, юридически он даже название геопарк нисколько не мешает названию, например, национальный парк. То есть по документам юридический национальный парк у нас защищенная территория, а внутри этого национального парка уже геопарк как структура такая, которая помогает развиваться туризму, приносит какой-то доход. Все понятно, спасибо большое. Немножко тревожная нотка прозвучала, Михаил, в ваших словах, когда вы сказали, что недостаточно вот сейчас идет процедура подготовки документов, недостаточно открыто. Вот все-таки поясните, что вы имеете в виду? То есть все, вас перестали как-то спрашивать, привлекать, все это делается в кулуарах опять? Ну, в принципе, да, меня напрямую практически не спрашивали, то есть сказали спасибо за предоставленные данные нас, геологов, и все спасибо, да. Но это не только меня, я думаю, что должны вести с народом такой диалог, то есть рассказывать, на какой сейчас стадии вот эта подача документов, что сейчас делается, какие границы определяются. То есть все, так же, как, опять, зачем скрывать то же самое, что скрывали эту геологоразведку и пытались спрятать тайно, рубить во время праздников деревья. Сейчас не надо так же примерно поступать, необходима полная открытость с людьми. Онлайн-трансляции. На ваш взгляд, вот эти вот рубки, которые там так или иначе произведены, они должны иметь правовые последствия для тех, кто это делал? Конечно, безусловно. Не только для самой компании БСК, но и для Минлесхоза, который выдавал вот этот договор, подписывал на рубку. Потому что, опять же, они не учитывали расположение краснокнижных видов, и даже вот когда БСК собиралась, предъявляла документы на той неделе, да,
тоже экологам показывал документы. Они сказали: ой, спасибо за координаты краснокнижных видов, мы там теперь бурить и рубить не будем. Еще до того. До этого они не знали, хотя должны были знать вообще-то. Это их ответ. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, эфирное время заканчивается. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Это был Михаил Кривошеев, кандидат биологических наук, один из самых активных и основательных защитников Куштау. Мы сейчас заканчиваем. Виктория Куприянова, Руслан Валиев и Никита Полянин сегодня для вас работали. Хорошего дня. Пока. Реклама. Здравствуйте, меня зовут Айдар